Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Накануне президент Рауль Хаджимов вернулся в Республику Абхазия по завершении рабочей поездки в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Президент провел ряд рабочих встреч в Москве, а также по приглашению руководства Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко посетил торжественное мероприятие, посвященное столетию музыкального театра. В мероприятии по случаю юбилея приняла участие народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена Ахтапша первой степени Хибла Герзмава, отмечается в сообщении. Также глава государства поздравил генерального директора Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Антона Гетмана с юбилейной датой. 25 декабря в Москве состоится 17-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В заседании примут участие премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко, вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Республики Абхазия Адгур Арзанба, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, представитель администрации президента Российской Федерации, члены российской и абхазской частей комиссии. В повестку заседания вынесены вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы и утверждением подходов к формированию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. На полях 55-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России состоялась рабочая встреча спикера Народного собрания Абхазии Валерия Кварча с председателем постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, председателем комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергеем Рахмановым. Участники встречи затронули темы, связанные с возможностью установления двустороннего межгосударственного и межпарламентского сотрудничества, а также обсудили перспективы установления двусторонних торговых отношений. Предложения о сотрудничестве, высказанные абхазской стороной, были поддержаны депутатом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Около 2 лет назад в Абхазии стартовал проект возвращения имени, который направлен на поиски без вести пропавших военнопленных красноармейцев, узников концентрационных немецких лагерей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В рамках проекта в городе Учимчира состоялась передача уцелевших архивных документов родственникам 26 без вести пропавших воинов. В мероприятии приняли участие общественность района и депутаты Народного собрания республики. Репортаж Саида Джарсалия. В начале встречи организаторы проекта «Возвращение имени» рассказали о проделанной работе за 2 года. Зрителям был показан фильм о работе проекта по поиску и установлению личностей, пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Чтобы узнать о судьбе без вести пропавших, были подняты уникальные материалы в европейских архивах. В частности, поиски велись в архивных данных военнопленных немецких концлагерей, действовавших во время Великой Отечественной войны. По этим данным удалось найти информацию о 26 уроженцах Ачамчирского района и установить места их захоронения. Документы, подтверждающие это, были вручены родственникам пропавших без вести. Руководитель проекта Григорий Скворцов отметил, что в Абхазии уже проинформировано более 100 родственников военнопленных, среди которых есть абхазы, армяне, русские и греки. Мы в течение 2,5 лет работали в Ачамчирском районе и нашли только в селах и в городе 26 семей. Мы очень рады, потому что это сложная, кропотливая работа, это нужно находиться в селе и там искать. Без военных курсантов Сухумского училища это было бы невозможно. И следующий вопрос, который у нас есть, это то, что мы вообще в архиве имеем 330 фамилий. А всего мы уже вручили 150 документов. В этом, конечно, большая радость, прежде всего для семей, ну и для нас в том числе.
Проект возвращения имени был создан при участии Министерства обороны Абхазии, а также при поддержке администрации городов и районов республики. За время работы, помимо курсантов Сухумского военного общевойскового командного училища, к проекту присоединились около 50 студентов среднеспециальных и высших учебных заведений Абхазии, которые решили стать волонтерами и принять участие в поисках родственников 330 солдат, пропавших в немецких концлагерях. Главная задача проекта – это поиск родных военнопленных, карточки которых удалось найти в немецких архивах и которые более 70 лет считались без вести пропавшими. Работа проекта возвращения имени продолжается и проходит во всех районах республики. Саид Джарсали, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. Более 70 местных умельцев представили различные изделия ручной работы на 6-м ежегодном зимнем арт-маркете, который прошел в минувшие выходные в Сухуме на площади Свободы. По традиции, часть вырученных от продажи поделок средств направляется многодетным и малообеспеченным семьям. Ирина Аршпа продолжит тему. Работы кондитеров, художественная роспись предметов интерьера, куклы, ювелирные изделия, новогодние венки, елочные игрушки, мыло ручной работы, декоративные изделия из строительных материалов, есть и сельскохозяйственная продукция. Принять участие в ярмарке мог любой желающий. Зимний арт-маркет проводится в Сухуме с 2014 года. На этот раз в нем приняли участие 75 местных мастеров, которые представили изделия, сделанные своими руками. Чтобы представить свою продукцию, в столицу Абхазии съехались умельцы из всех районов республики. Главная цель проекта – это обмен опытом и интересами между участниками и посетителями. Радует, что ежегодно растет не только количество участников, но и расширяется их география. На этот раз формат арт-маркета объединил в себе два проекта. Это арт-маркет, фестиваль современного искусства и хендмейда, и сельскохозяйственная ярмарка еды. Сегодня присутствуют представители Сухумы, естественно, Гагры, Ачимчиры, нескольких сел, таких как Атара Армянская, Лыхны и других. Также у нас участвуют гости республики, то есть многие города Российской Федерации. Это люди, которые приехали в отпуск, но не могли удержаться и участвуют в нашем рождественском фестивале. Алена Овсиенко делает изделия из бумажной лозы. Увлекается этим творчеством уже более 5 лет. В арт-маркете принимает участие в первый раз. Процесс муторный. Лозу я делаю сама. Это не готовая лоза, это режется бумага, она накручивается, красится, обрабатывается. Эта лоза ничем не уступает обычной лозе. Поднимаем настроение людям. Все видят этих поросят и все очень довольны. Каролина Колосова тоже в первый раз участвует в подобном мероприятии. Сама она из Донецка. По ее словам, интерес к изготовлению мыла у нее возник давно, но серьезно этим делом она увлеклась 4 года назад. Поскольку я биолог-химик по образованию, поэтому это мне близко. И начала сначала делать мыло для себя, для друзей близких, дарила. А потом пригласили на арт-маркет, пошло. Алину Элизбария давно интересует дизайн. А к Новому году мастерица подготовила букеты из сухоцветов, подсвечники, конверты, разнообразные новогодние игрушки. Лично я первый раз в наш магазин уже второй раз выставляется. В основном это сухоцветы. Мы собираем, делаем композицию из них. Сегодня, как и все, новогодняя тема. В основном мы можем по 3-4 работы в день сделать свободно. Все очень красиво, все от души сделано. Нет такого, чтобы прям хочется что-то выделить. В арт-маркете также приняли участие представители молодежного центра «Абхаз-Деск». Поделки из дерева, бумаги, пластика и камней они изготовили за очень короткий срок. Все вырученные средства от продажи этих изделий пойдут на благотворительность. Я хочу поблагодарить каждого из них за то, что они потратили время, за то, что у них такие помыслы, за то, что у них добрые цели. И мы надеемся, что будем дружить и дальше делать добрые, полезные вещи в помощь тяжело больным детям. Сегодня каждый желающий может приобрести поделки ручной работы на нашей стоечке. Все вырученные средства пойдут на лечение нашего подопечного Леона Гирия. Для жителей и гостей Сухума арт-маркет стал приятным событием, особенно в преддверии Нового года. Посетителей ярмарки оказалось много. Сюда приходили целыми семьями. Некоторые воспользовались прекрасной возможностью и приобрели понравившиеся им поделки.
Продукция, конечно, великолепная, особенно новогодняя тематика, и вообще ароматы, и запахи, и цветы, и сухоцветы. Мне кажется, здесь найдется очень много любителей, покупателей. Я думаю, что удался арт-маркет. По сложившейся традиции, ежегодно часть вырученных от продажи поделок средств направляется многодетным и малообеспеченным семьям. В этом году удалось собрать 17 тысяч рублей. Ирина Аршба, Саид Джарсалия, Ильдар Дамиров, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. На въезде на гору Мамзышха развернут блокпост сотрудников Управления внутренних дел по Гагарскому району совместно со специальным отрядом быстрого реагирования для выявления нарушений по заготовке елок. Такие меры введены согласно распоряжению премьер-министра Республики Абхазия о запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Гагарского района. В распоряжении УВД уже имеются видеоматериалы, свидетельствующие о незаконной вырубки и вывозе зеленых насаждений на подступах к горе Мамзышха. В отношении нарушителей составляются соответствующие акты, применяются предусмотренные законом меры, а деревьях хвойных пород изымаются. Абхазия готовится к встрече Нового года. Во всех городах и районах пройдут новогодние мероприятия, спектакли, концерты, праздничные представления для детей. Предновогодняя неделя обещает быть веселой и будет радовать не только детей, но и взрослых. Информация подготовлена по материалам информационного агентства «Спутник Абхазия». 25 декабря в 14 часов в Доме культуры города Гал театр живой сказки из Санкт-Петербурга представит интерактивный спектакль «Волшебное спасение Снегурочки». А 26 декабря в 15 часов студия «Панда» выступит с постановкой «Счастье вдруг в подснежниках». 27 декабря в 17 часов студия «Свирель» сыграет для юных зрителей спектакль «12 месяцев». А 28 декабря в 14 часов в Доме культуры пройдет праздничный концерт с участием хореографических и музыкальных коллективов. 26 декабря в 15:00 в Доме культуры Гулрыбша студия «Амра» представит новогодний спектакль для детей. А 29 декабря в 12 часов в клубе «Агудзера» пройдет новогодний утренник. 27 декабря в 12 часов во Дворце культуры Ткварчала со спектаклем для детей выступят приглашенные из столицы аниматоры. А вечером состоится новогодний огонек с участием местных творческих коллективов. В том же месяце 29 и 30 декабря в 17 часов пройдет новогодний карнавал для местных жителей. 28 декабря в 12 часов в Доме культуры Учемчиры театр из Санкт-Петербурга представит детскую театральную постановку, а в 14 часов состоится праздничный концерт с участниками вокального конкурса «Орфей». 28 декабря в 14 часов в парке Ленина у городской елки администрация Гудауты организует праздник для детей в программе игры, конкурсы и флешмобы, а 29 декабря в 16 часов в Доме культуры пройдет новогодний концерт. 29 декабря в 17 часов на площади у парка Славы в Гагре состоится новогодний концерт с участием местных творческих и хореографических коллективов. В Сухуме, помимо мероприятий, подготовленных администрацией города, о чем мы вам сообщим позже, в театрах детей и взрослых ждут новогодние представления. Новогодний спектакль для детей покажут и в Абхазском драматическом театре 25 декабря в 11 и в 13 часов. Судя по названию «Новогодние подарки», детям понравится не только сам сюжет истории. 26 декабря в 18:30 в Абхазском драматическом театре молодежный театр обещает рассмешить зрителя комедии «Требуется лжец». Молодой и амбициозный предприниматель пытается занять важную должность, но путается в собственной лжи. С 27 по 30 декабря в 11 и в 13 часов в Русдраме устроят настоящий детский пиратский праздник. Музыкальная сказка «Пиратский праздник Новый год» расскажет о большой пиратской семье, которая ни разу не встречала Новый год и, конечно же, пытается его сорвать. Юных зрителей ждут танцы, песни и обязательный хэппи-энд. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха 9-14 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.